Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В очередной раз Генассамблея ООН приняла однобокий проект резолюции, представленный Грузией, касающийся внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии, заявил абхазский дипломат Кан Таня. Такую публикацию он сделал на своей страничке в социальной сети Facebook. Очевидно, подчеркнул Таня, что резолюция оторвана от реальности, ведь она принимается ежегодно на протяжении 15 лет, однако ее положения остаются невыполненными. Более того, напомнил он, перед голосованием абхазским представителям не дают возможности озвучивать свое мнение, что делает весь процесс предвзятым и не имеющим ничего общего с желанием Грузии и всех, кто поддерживает резолюцию, решить ряд накопившихся вопросов. Цитата. «Генеральная ассамблея ООН задумывалась как платформа для диалога и принятия консенсусных решений. При голосовании за резолюцию, относящуюся к Абхазии и Южной Осетии, важно выслушать мнение абхазов и осетин для устранения неточностей и обеспечения всестороннего понимания сложностей, связанных с рассматриваемым вопросом», заявил Таня. По его словам, необходимо учитывать следующие факты. Первый. Легитимность независимости Абхазии. Резолюция противоречит законному праву абхазского народа на самоопределение. Второе. Исторический контекст. Резолюция упускает из виду исторический контекст конфликта между Абхазией и Грузией. Война, развязанная грузинской стороной в 1992-1993 годах, сопровождалась широкомасштабным насилием, терактами против мирных граждан и зверствами, совершенными против абхазского народа. Грузинские лидеры открыто заявляли о стремлении совершить геноцид, стереть с лица земли весь абхазский народ. Это важнейшие и многие другие факты все чаще замазываются или вовсе опускаются грузинскими представителями. Третьим фактором, который необходимо учесть, Таня считает безопасность и стабильность. Признание независимости Абхазии Российской Федерации сыграло решающую роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. В целом необходимо признать, что независимость Абхазии и Южной Осетии привела к миру, примирению и защите прав человека. Далее он отмечает, цитата, «Вместо того, чтобы навязывать односторонние меры, международное сообщество должно поощрять конструктивный диалог между всеми вовлеченными сторонами. Я твердо верю, что устойчивые решения могут быть достигнуты только путем конструктивных переговоров». По словам Тани, принятие резолюции серьезным образом подрывает усилия по поддержанию стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа и обесценивает усилия, прилагаемые дипломатами для подписания документа о неприменении силы в рамках женевских дискуссий. Каждый конфликт имеет ряд деликатных вопросов, и список может быть дополнен еще десятками пунктов, которые Генеральная ассамблея ООН могла бы учитывать для равноправного диалога, где интересы и озабоченности всех сторон могут быть эффективно учтены. Только при таких справедливых условиях можно будет достичь конкретных результатов. В обратном случае это и любые другие проекты резолюции, касающихся Абхазии и обсуждаемые без учета мнения абхазской стороны, будут под видом добродетели скрывать пороки грузинских властей, заявил Таня. В этом году резолюция была принята 100 голосами за и 9 против и 59 воздержавшихся. Для сравнения, в 2020 году за проголосовали 80 стран, в 2021 году 95 стран. И такая тенденция еще раз демонстрирует, что действующая система международных отношений устарела, и ее реформа – дело недалекого будущего, заключил Таня. К другим новостям. Президентские и парламентские выборы в Турции, прошедшие в мае 2023 года, вызвали неподдельный интерес у значительной части мира, и на то были веские основания. От политического будущего Эрдогана во многом зависело еще и будущее союза Турции, Азербайджана и Пакистана. Невооруженным глазом было видно, как власти и население Азербайджана желали победы Эрдогану, благодаря которому Закавказская республика смогла одержать победу во Второй Карабахской войне 2020
года и вернуть часть утраченных территорий. Желания Азербайджана были обоснованными, так как считается, что вроде как кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу хотел исключить Азербайджан из своего проекта «Тюркский путь». Желание главного соперника Эрдогана обойти Азербайджан было одним из факторов, предопределивших его поражение. После обнародования «Тюркского пути» никто не вспоминал о том, как Кылычдароглу поддерживал Азербайджан во время Второй Карабахской войны 2020 года, преданность основной массы населения Турции союзу с Азербайджаном, а также призыв другого кандидата в президенты этнического азербайджанца Синана Огана голосовать во втором туре за Эрдогана предопределили поражение Кылычдароглу, чью победу так предвкушали в США и Европейском Союзе. Хотя последнее слово осталось за турецкими избирателями. Провластные СМИ Азербайджана старались информационно противостоять как Кылычдароглу, так и тем, кто мог вольно или невольно помешать победе Эрдогана. Так, азербайджанские СМИ раскритиковали журналистку Нагихан Алчи, вступившую в полемику с Синаном Оганом. Провластные СМИ Азербайджана припомнили Алчи все нахождение в 2009-2013 году в черном списке Азербайджана за посещение Карабаха. Она является единственной гражданкой Турции, попавшей в данный список. Попытки ведения антиазербайджанской информационной кампании в турецких СМИ, работу на иностранные государства в ущерб интересам Турции и многое другое. Как известно, во втором туре Эрдоган победил, и теперь вроде как считается, что турецко-азербайджанскому союзу ничего и никто не угрожает. Последнее тоже имеет значение, так как бурное развитие турецко-азербайджанских отношений приходится именно на эпоху Эрдогана и Ильхама Алиева. Судите сами, Эрдоган стал премьер-министром Турции в марте 2003 года, а Алиев-младший находится на президентском посту с октября 2003 года. Словом, за долгие годы турецкие и азербайджанские лидеры привыкли к политическому сотрудничеству и характерам друг друга. А это значит, что будущее турецко-азербайджанского союза в ближайшие 2 года, в 2025 году в Азербайджане пройдут, напомним, президентские выборы, предсказуемо. В Пакистане тоже желали победы действующему президенту Турции. Так, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 22 мая поздравил Эрдогана с победой на парламентских и президентских выборах 14 мая, а также пожелал успехов во втором туре президентских выборов, который прошел 28 мая. А ведь никто не мог сказать тогда с точностью, кто победит во втором туре президентских выборов в Турции. Тем не менее, пакистанский премьер рискнул и оказался в выигрыше. Министр иностранных дел Пакистана тоже решил не бояться возможных итогов выборов в Турции. 24 мая вышло его интервью турецкому информагентству «Анадолу». В этом интервью он осветил многие темы. Цитата: «Я думаю, что отношения между Турцией и Пакистаном – это не просто отношения между двумя государствами, это настоящие отношения между двумя народами, которые считают себя братьями. И мы стояли друг с другом во времена испытаний, когда Пакистан столкнулся с землетрясением в Кашмире. Именно Турция пришла нам на помощь раньше всех. Жители этого региона, Кашмир, где мы сегодня сидим и находимся, до сих пор помнят доброту и поддержку турецкого народа. И несмотря на то, что мы столкнулись с невероятными трудными экономическими временами, как только мы получили печальные новости о недавнем трагическом землетрясении в Турции, а затем в Пакистане, мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших турецких братьев и сестер. Я думаю, что со временем мы продемонстрировали, что у нас есть всестороннее партнерство между двумя странами», отметил пакистанский премьер-министр. Все эти факты свидетельствуют о том, что союз Турции, Азербайджана и Пакистана будет дальше развиваться. У 3 стран имеется для этого внушительная база и сильная мотивация. Что касается победы Эрдогана на выборах в Турции, то она является дополнительным фактором, стимулирующим дальнейшее сближение Анкары, Баку и Исламабада. Об этих вопросах подробнее мы поговорили сегодня в студии с политологом Бесланом Хакбо. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в первую очередь хотелось бы опять вернуться к теме последних выборов в Турции. На ваш взгляд, потому что есть разные прогнозы и разные мнения на этот счет, насколько были предсказуемы результаты этих выборов?
Вы знаете, сказать, что на 100% они были предсказуемы нельзя, потому что, хотя говорили, что фаворит Эрдоган, но тем не менее оппозиционная власть за последние годы, она укрепила свою мощь, скажем так, и учитывая внешние факторы, которые вокруг вообще Турции, вокруг региона происходят и так далее, и так далее. Но несмотря на все это, все-таки Эрдоган был фаворитом. Хотя мы знаем, что первый тур, чем она закончился, ему не хватило буквально там несколько процентов, и разрыв был небольшой, между прочим, понимаете. Это говорит о том, что все-таки надо понимать, что политика, Эрдоган сильный политик, это не значит, что он вообще-то общенациональное такое одобрение он получил. Это выбор, который он выиграл в тяжелой вот такой конкурентной борьбе, это надо признать. А теперь вот как будет дальше развиваться события, много проблем вообще вокруг Турции и внутри Турции, вообще-то говоря, экономическое положение, катастрофа, землетрясения, и много чего вокруг Турции происходит, связанное с украинским кризисом, вообще отношения с Западом не очень-то такие хорошие, можно сказать, вообще конфронтационные и так далее, и так далее. Но несмотря на все это, вы знаете, Эрдоган проявил себя как сильный политик. Многие говорят, что вот Эрдоган – это второй политик вообще-то за последние 20 лет после Владимира Путина. И это почти правда. Вот, и, кстати говоря, вот можно ли, наверное, его уже назвать политическим долгожителем? В 2003 году, насколько я помню, он пришел к власти, и тогда же Ильхам Алиев, кстати, уже почти. Да, он политический долгожитель, даже учитывая, что еще ему предстоит 5 лет поработать в качестве президента, он даже опередит основоположника Турецкой республики Ататюрка, знаете. Вот, вообще-то, знаете, и это справедливо, что Эрдоган называют вообще-то после Ататюрка самым сильным турецким политиком. Учитывая успехи Турции, это надо признать, особенно во внешней политике. Знаете, вот Турция почти не только стала региональной державой, а у нее притязания на другие регионы тоже. Хотя трудно сказать, что Турция вообще-то наравне там, с Россией, с Китаем, США решает такие глобальные проблемы, но учитывая вокруг вот, Кавказа, вокруг вообще-то даже учитывая фактор балканских стран, фактор вообще-то отношения с Грецией, Центральной Азией и так далее, активная вот такая политика Эрдогана говорит о том, что все-таки за рамки вот региональной державы ему удалось выйти. А вот притязание его на многие проблемы, которые необходимо решить Турции, это курдский вопрос, это отношения с Грецией, учитывая, что они состоят, вообще-то говоря, в одном альянсе, НАТО, в Европейском Союзе состоит Греция, не Турция, но очень сложные отношения. Я вам напомню, что первый визит, вот буквально на днях, Эрдоган проведет свой визит в Турецкую республику Кипр. А это вызывает, знаете, очень неприязанные отношения со стороны политического руководства Греции по отношению к Турции. Это подчеркивает о том, что все-таки отношение к этому образованию не изменится. Я вам напомню, единственная страна, которая признала Турецкую республику Кипр, это Турция. А как вам кажется, вот прогнозируют несколько вещей, вот, например, о том, что отношения Турции и Азербайджана и так довольно крепки, как мы знаем, но также говорят о каком-то альянсе с Пакистаном. Вот насколько это реально, нет ли там каких-то все-таки противоречий, настолько ли это уже прям устоявшееся что-то? Вы знаете, вот за последние годы в политике Эрдогана наблюдается такая тенденция. Знаете, вот улучшение отношений с арабскими странами, но и наладить отношения, например, и с Пакистаном тоже, и, например, и с Израилем тоже. Понимаете, вот такая политика, она активно приносит свои плоды, потому что его принимают. Многие вопросы, которые конфликтные, которые имели место, пытаются снять, особенно между арабскими странами и Турцией. И, понимаете, это говорит о том, что о силе, во-первых, политики Эрдогана, это первое. А что касается Пакистана, знаете, это особая страна. Все-таки Пакистан более крупная страна, она ядерная держава, не будем этого забывать, и у нее тоже свои притязания на региональную такую, знаете, на оригинальный державный статус, скажем, но у него проблемы со своими соседями, особенно Индией. Понимаете, вот это конфликт регион очень конфликтный. Вот все эти регионы, и потому говорит о том, что вот улучшаться буквально с новым избранным Эрдоганом между Пакистаном и Турцией не приходится. Но факт, что ему удается пока наладить нормальные отношения со всеми странами, это правда. Вообще даже представьте себе, таких отношений между Россией и Турцией никогда не было. Вы знаете, вот шаги, которые были сделаны со стороны Эрдогана, а это вызывает откровенную неприязнь со стороны западных стран.
учитывая, что Турция состоит в Североатлантическом альянсе НАТО. Даже до того никогда такого не случалось. Турция закупила оружие у С-400, это такой комплекс, который в борьбе, в конкурентной борьбе, некоторые говорят, что это была конкурентная борьба, а вообще другие говорят, которым я верю, что это была демонстрация со стороны Эрдогана по отношению к США о своей независимой сущности, суверенной сущности своей политики. Многие говорят, что он не прозападный, не пророссийский, а именно протурецкий. Такой политик. Это правда. Конечно, это не дружественная России страна, но особо исторически вы имеете в виду? Исторически, да и сегодня. Знаете, между Россией и Турцией существует очень много противоречий. И особенно возьмем украинский кризис. Да, много раз подчеркивают, говорят, что все-таки некоторая помощь, которую оказывает Эрдоган Украине, в вооружении Украины, это вызывает неприязнь со стороны политического руководства России. Но несмотря на то, что все это, знаете, между Путиным и Эрдоганом сложились нормальные, хорошие отношения. Это в интересах и России, в интересах и Турции, в решении региональных проблем, проблемы, которые возникают между Россией и Турцией. И не будем забывать, экономический интерес огромен России и по отношению к Турции, и экономический интерес Турции. Знаете, это Россия превратилась во вторую страну в торговом обороте Турции. Это говорит о том, что все-таки важная статья дохода, вообще благополучия сегодняшней турецкой экономики. Поэтому, знаете, такие особые отношения сложились. И это многие подчеркивают, но не надо забывать, что все-таки Эрдоган это все-таки, несмотря на тяжелые отношения, сегодняшние отношения с США, все-таки это человек, это Турция, это страна, которая считается южным форпостом в политике Запада. Учитывая, что все-таки военная база США, даже ядерное оружие расположено в Турции, она член НАТО. Это говорит о том, что, несмотря на особую свою политику, все-таки он больше все-таки политик такой, знаете, и прозападный, чем пророссийский, я даже так скажу. Но особое отношение, учитывая интересы Турции, он поддерживает и с политическим руководством России. То есть это будет все-таки такое дипломатическое лавирование, да? Когда... Вообще-то сильная политика этим отличается. Знаете, в лавировании это говорит о силе, потенциале этого политика. Вы знаете, такого в истории, политической истории Турции, такого не было. Многие, даже когда был Советский Союз, тяжелые, трудные отношения всегда складывались с Турцией. Знаете, с приходом Эрдогана, политика реальная, как называют, да, реальная политика, она превращается, вы знаете, это получила проверение в жизнь в отношении между Турцией и Россией. И это в интересах, вообще-то, и народа России, и в интересах Турции. Понимаете? Это говорит о его, еще раз подчеркиваю, о силе двух политиков, и Владимира Путина, и Эрдогана. Учитывая, как мир вообще складывается, какой миропорядок складывается. И, конечно, здесь особая роль в этом регионе, вообще в отношении с Западом, Украины, Центральной Азии, и вообще, где мы живем, в Кавказском крае, да, роль Турции огромна. А кстати, тот момент, что на инаугурации, на вступлении в должность Эрдогана присутствовал премьер-министр Армении, да, Никола Пашинян. Это тоже, как вы это оцениваете? Ведь это тоже с точки зрения даже того, что у них нет дипломатических отношений, с точки зрения длительных, очень проблемных отношений вообще между этими странами. Как это все можно оценить? О чем это говорит? Это говорит о том, что политика, которая продвигается со стороны России и Турции по отношению к Азербайджану и Армении, план регулирования, она будет иметь продолжение. Знаете, все-таки надо признать, что Армения после того сокрушительного поражения, которое она потерпела в 2020 году, это говорит о том, что вопрос Карабаха, конечно, очень напряженно еще долго будет сохраняться. Это, знаете, вражду никуда очень тяжело будет снять, но вопрос политического статуса почти снят. Знаете, но там еще много проблем, которые возникают у Армении со своими соседями. И с Турцией, и с Азербайджаном как-то наладить. Вопросы коммуникации, которые уже договорились, но как-то не удается все это воплотить в жизнь. Очень много проблем. Определение границ. И не будем забывать, что миротворческая, которая проводит политика России, это все согласовано с Турцией. Поэтому, конечно, визит, который неожиданно, который внезапно, который имел место, да, Пашиняна, это говорит о том, что все-таки нынешнее политическое руководство Армении понимает сложившуюся реалию,
Понимать, что надо договориться, баланс сил да? все-таки лучше договариваться, чем вот держать еще, понимаете, еще на десятилетие вот такую ситуацию, когда в конфронтационном, таком враждебном отношении, которое вряд ли что-либо принесет Армении. И поэтому многие не нравятся. В армянском обществе это не вызывает, знаете, одобрения. Но все-таки надо понимать, что реально так сложилось. Когда проигрываешь войну, победитель навязывает свою волю, иногда приходится быть очень послушным. Вообще-то мы тоже в Абхазии должны все эти факторы, которые происходят, да, вот все эти события, связанные вот, в нашем регионе, все это иметь всегда в виду. И быть Понятно. очень аккуратным к своей безопасности и, конечно, по отношению к России тоже. Понятно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши Благодарю вопросы. вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.